Здравствуйте, в эфире новости на вашем канале, в студии Айджан Казакбаева. Верховный суд переезжает в здание по соседству с Домом правительства и Джорку Кенешем. Сегодня глава государства принял участие в открытии отреставрированного строения в историческом центре города, где отныне будет располагаться Верховный суд. Выступая перед судьями и сотрудниками аппарата Верховного суда, президент подчеркнул, что судебная – одна из полноправных ветвей госвласти. Алмазбек Атамбаев отметил символичность этого здания для судебного корпуса. Он напомнил, что некогда там работал и руководил страной Исхак Разаков, запомнившийся республике как честный, справедливый политический деятель. Сегодня в республике избраны или назначены более 400 судей. Кроме того, он подчеркнул, что уверен в успехе судебной реформы, которая сегодня проводится в стране. Суд занимает важное место в политической и общественной жизни страны. Быть объективными, непредвзятыми – главная задача судей, отметил президент. Их прямая задача – сделать так, чтобы народ Кыргызстана доверял судебной власти. В судебной системе пусть трудно, но шаг за шагом постепенно решаются проблемы. Главная ваша задача состоит в том, чтобы народ Кыргызстана реально почувствовал улучшение работы судов, стал доверять судам. И то, что вы сегодня заселяетесь в новое здание в историческом центре столицы, это довольно символично. С июня 2012 года и по настоящее время прошли отбор. Избраны или назначены более 400 судей. Из всех вновь назначенных за последние 4 года судей лишь один за это время нарушил закон. Кыргызстан отзывает иск в отношении Максима Бакиева на 20 миллионов фунтов. Информацию об этом накануне распространила юридическая фирма, представляющая интересы сына экс-президента. Однако в нашем департаменте судебного представительства уверяют, что никаких исков отзывать они не намерены. Эксперты не исключают, что информация эта была запущена целенаправленно, чтобы дискредитировать правительство Кыргызстана и наших юристов. Сын беглого экс-президента, считают аналитики, таким образом старается доказать английскому правосудию, что в нашей стране он преследуется по политическим мотивам, а вовсе не за мошенничество. С подробностями Игорь Потанин. Информацию о том, что Кыргызстан отзывает иски в отношении Максима Бакиева, опубликовала юридическая компания Hickman & Rose. Эта адвокатская контора представляет интересы сына бывшего президента в английских судах. Речь идет об иске, по которому Максим Бакиев обвиняется в выводе со счетов Социального фонда и Фонда развития 20 миллионов фунтов. Это почти 1 миллиард 700 миллионов сомов. Ему предъявлен гражданский иск о мошенничестве, согласно которому господин Бакиев обвинялся в краже средств из 2 государственных фондов Кыргызской республики на общую сумму не менее 20 миллионов фунтов. Иск отозван после того, как Бакиев заявил, что готов подать ходатайство об упрощенном судопроизводстве, когда дело можно решить в пользу одной из сторон без полноценного судебного разбирательства. Отказ от иска последовал после того, как всего 2 месяца назад суд принял решение в пользу Максима Бакиева, которого обвиняли в покушении на убийство в отношении британского бизнесмена Шона Дейли, работавшего в 2006 году в Кыргызстане. Однако в департаменте судебного представительства при Кабинете министров, органе, который представляет интересы Кыргызстана за рубежом, об отзыве исков узнали из прессы. По словам наших юристов, ни о каких отзывах и речи быть не может. Сейчас наши специалисты выясняют, чего пытались добиться юристы Максима Бакиева, дезинформируя общественность. Независимые эксперты не исключают, что вброс, сделанный адвокатами сына бывшего президента, был сделан намеренно, чтобы дискредитировать наших адвокатов и правительство. Есть какой-то посыл или какой-то знак. То есть информация дается неосведомленным читателям, особенно в социальных сетях. А с правовой точки зрения, если изучить вот эту ситуацию, мне она просто кажется фикцией. Я думаю, что надо ожидать какой-то официальной реакции. Есть Центр судебных представительств, который занимается этими делами, который нанимает иностранные фирмы и так далее. В общем, чем больше неясностей, тем больше поводов для истолкования. И в первую очередь, говорят аналитики, Максим Бакиев старался защитить себя. Сыну беглого президента нужно убедить английское правосудие в предвзятости киргизских органов власти. Статус политического беженца выгоден Бакиеву-младшему. Это тоже своего рода защита для Максима Бакиева. Он должен объяснять гражданам страны, в которой живет, в данном случае в Великобритании, в Лондоне, что он подвергается там политическому преследованию. Вот видите, вот, мол, Кыргызстан даже отказался от 2 исков. То есть он пытается понизить градус давления гражданского общества на себя лично. В департаменте судебного представительства от официальных комментариев пока отказались. Как говорят юристы, в интересах дела сначала нужно изучить позицию защиты Максима Бакиева. С разъяснениями ситуации чиновники обещают выступить в ближайшее время.
Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС. Тепло и свет в дома кыргызстанцев придут своевременно. Об этом сегодня заявили представители энергетической отрасли страны. По словам главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, верных отключений этой зимой опасаться не стоит. Объем Токтогульского водохранилища на сегодняшний день составляет 17,5 миллиардов кубометров воды, а это на 4,5 миллиарда больше, чем в прошлом. При этом продолжается реконструкция Бишкекской ТЭЦ. Туда планируется закупить 950 тысяч тонн угля. Из них 500 тысяч будет импортировано из Казахстана. Тарифы на электро- и теплоэнергию на период 2016 и 2017 годов меняться не будут. По республике продолжается внедрение умных счетчиков. Основной акцент был сделан на Чуйской области и столице. В Таласской области установили 27 тысяч новых приборов учета. А вот потери электроэнергии остались почти на том же уровне. Снижение произошло лишь на 1,8%. Потери электроэнергии по итогам 9 месяцев составили 12,6%, что ниже прошлого года на 1,8%. Благодаря снижению потери электроэнергии нам удалось выручить реальными деньгами порядка 250 миллионов сомов. Жуткие кадры аварии выложил в сеть один из очевидцев. Транспортное происшествие произошло на трассе между городами Узген и Джалалабад. Столкновение произошло сегодня утром между двумя автомобилями марки Honda Stream и Daewoo Nexia. Удар был такой силы, что корейскую легковушку разорвало пополам. В результате ЧП пострадало 7 человек, все они уроженцы Джалалабадской области. 5 в тяжелом состоянии находятся в больнице. 2 скончались – водитель и пассажир. По предварительным данным, авария произошла по вине одного из водителей, который уснул за рулем. Не важно, кто родил, важно, кто воспитал. По этому принципу своих 25 детей Иса и Талайкуль растят вот уже много лет. Девочки и мальчики разных возрастов и национальностей попадали в этот отчий дом в самые сложные времена своей жизни. Брошенные, сироты, запуганные родителями-алкоголиками, они, наконец, ощущали тепло и любовь новых мамы и папы. Когда одни уже старшеклассники, другие совсем еще малыши. Принимая в свою семью новых членов, родители рассчитывали только на себя. Сегодня, чтобы прокормить эту немалочисленную компанию, приходится не только работать, но и вести хозяйство. На пороге этого дома несколько десятков пар детской обуви. А зайдя вовнутрь, можно увидеть тумбочки, словно в детском саду. Так сразу и появляется мысль – это детский сад. Отнюдь. В этом доме живет огромная семья. Мама, папа и 25 детей, из которых только 4 родные, остальные приемные. Всех родители знают поименно. Рафаэль, Тимерлан, Jasmine, Айслушка, Эльдар, Арсен, Диана, красавица, Аделина, Мадина, вот, Фатима, и двойняшки Сезимка, Тазим. В 2009 году, рассказывает многодетный отец, одна неблагополучная семья впервые попросила взять их детей на воспитание. Потом еще, и чем дальше, тем семья становилась все больше. С такой оравой справиться непросто, конечно, но все-таки получается, говорит Иса. Старшие дети всегда приходят на выручку. Наши дети свои, да, они взрослые, они помогают нам. У меня 2 дочки, 2 сына есть. Старший 24, а вот младший 16 лет, да. И вот они помогают на учебу, когда на улице играют, вот они помогают им. И вот так мы как-то успеваем. Ну, как бы это большая семья, вот раньше вот 11-15, вот такой дети были, да. Я так чувствую, да, у меня многодетный отец, да, вот. Несколько ребят ходят в школу, и в этот момент в большом доме наступает тишина. Тогда родители могут немножко отдохнуть. 2 это подготовительный, это первая смена, и 4 тоже это старшие классники, тоже утром рано, а остальные вот 2 смена 11 часов идет. Уже привыкли, сами одевают, сами готовятся и в школу пойдет. На воспитание детей уходит далеко не маленькая сумма денег. Конечно, говорит Иса, выручает свое дело. Небольшой швейный цех и кондитерская. Свои коровы, на помощь приходят и хорошие друзья. Если честно сказать, конечно, вот для детям
мы нуждаемся, вот, например, продукты, одежды, вот так, да. Ну, слава богу, так, как-то постараемся успеть, да. Обеспечить самое необходимое у родителей получается своими силами. А вот на приобретение, например, мебели, дивана или стола для того, чтобы делать уроки, средств не хватает. Да и не помешал бы компьютер, без которого сегодня деткам почти невозможно полноценно получать знания. Ведь современные технологии позволяют получить доступ к дополнительной, более наглядной информации, которую не могут дать книги. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. Не зря жителям столицы накануне пришлось потерпеть некоторые неудобства. Ограниченное движение и большое скопление людей в районе стадиона имени Долена Умурзакова. Наша сборная одолела команду из Туркменистана, пусть и с минимальным превосходством, 1-0. Первый тайм закончился ничьей. Эдгар Бенхард не реализовал пенальти, а вот во втором тайме долгожданный и единственный гол на 33-й минуте сумел забить Тамерлан Кузубаев. При этом гости в течение игры несколько раз предпринимали хорошие попытки поразить ворота наших футболистов, но сделать это не получалось благодаря отличной игре вратаря Валерия Кашубы. Эта победа над Туркменистаном стала первой в истории для кыргызской сборной. Напомним, накануне наши футболисты сыграли заключительный матч на домашнем поле. В ноябре Кыргызстан проведет 2 гостевых матча против Филиппин и Бахрейна. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20:30 и в 21:30. До встречи.